Я такое ела. Он привык видеть их только по телевизору, а сегодня уже пожимает им руку. А встреча с артистами шоу «Уральские пельмени» Камиль Бариев мог только мечтать. Сейчас глаза блестят как никогда. На память кумирам Чак-Чагу, Бадия, сувениры и благодарственное письмо. Всегда жду ваше выступление с огромным нетерпением. Счастлив, что познакомился с вами. Очень классно, конечно, когда дети приходят и действительно, посмотрите, как человек радуется. Это, честно, обалденно. А мы просто подошли, а потом еще повыступаем. Если это поднимает таким деткам настроение, с удовольствием всегда. Тем более, когда тебе татарский чак-чак, ребят, ну... Для него это, конечно, счастье. Это его мечта была встретиться с уральскими пельменями. Рад не только он, рады все мы. А все началось в декабре с письма Деду Морозу. Камиль просил познакомиться бы с артистами уральских пельменей. Открытка чудом оказалась на елке в Кремлевском дворце. Там же на заседании Госсовета России был и Рустам Минниханов. Президент Татарстана снял с елки сразу 3 открытки. Исполнил желания Камиля Бариева, Полины Щербич и Вячеслава Бонцарева. 13-летний Вячеслав мечтал о больших садовых качелях во дворе своего дома, а 17-летняя Полина очень хотела попасть на кремлевскую елку. Душа поет вечно у меня в Казани. Я написал стихотворение. Вот там, в 8-м ряду, среди зрителей и Камиль Бариев. Сегодня он наконец-то увидел вживую выступление любимых артистов. Для него и для его семьи это стало настоящим чудом. И этот день они точно запомнят на всю жизнь. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.